Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Гайсина Лира Альбертовна. Я являюсь научным руководителем Центра научно-технической интеграции БГПУ имени Акмуллы. И я буду проводить консультацию и принимать у вас экзамен по дисциплине «Современные проблемы биологии». Так, в чем особенности сдачи нашего экзамена? Экзамен будет проходить в дистанционной форме в виде тестирования. Вам будет предложено 25 тестовых заданий. И вот посмотрите, по каким разделам биологии это будет задание. Классическая биология, эволюционная биология, изучение сложных физико-генетических функций организма, общая биология и генетика, генетика и селекция организмов, биосфера и человечество, происхождение жизни, развитие взглядов на происхождение жизни, индивидуальное развитие организмов. Продолжительность экзамена составляет 60 минут, а для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 1,5 часа. Но для этого вам нужно будет предоставить в комиссию соответствующие документы. Кроме того, вам дается только одна попытка сдать экзамен, поэтому необходимо подойти к сдаче экзамена очень серьезно. Для того, чтобы испытание было успешно пройденным, вам необходимо сдать как минимум на 40 баллов, а максимальное количество баллов составляет 100. И кроме того, уважаемые абитуриенты, посмотрите, что экзамен будет проходить в дистанционном формате. Поэтому первый вход у вас будет осуществляться через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Если вы не увидите этот логин и пароль, пожалуйста, проверьте папку «Спам». Затем следующее посещение сайта уже у вас будет осуществляться под своим паролем, который вы поменяете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фотографией и фамилией, именем и отчеством. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Напоминаю, что это 1 час, либо 1,5 часа, если вы относитесь к лицам с ограниченными возможностями здоровья. И еще раз напоминаю, что у вас будет всего одна попытка. В конце консультации вам будет предоставлена пошаговая инструкция сдачи вступительного испытания. Всю информацию об экзамене вы можете найти на сайте нашего университета, на сайте приемной комиссии. Посмотрите по ссылке, которая представлена на слайде. Обратите внимание на расписание консультаций и вступительных испытаний, потому что если вы пропустите день сдачи экзамена, то, соответственно, возможности поступить у вас не будет. Вот, посмотрите, вот здесь желтым цветом в расписании выделены дни консультаций и дни экзаменов. Посмотрите, у нас консультация будет 21 июля, а экзамен будет у вас будет возможность сдать экзамен в разные дни. Но сроки сдачи экзамена будут различаться для тех абитуриентов, которые подадут документы в различные сроки. Те абитуриенты, которые подадут документы с 20 июня по 20 июля, сдают 22 июля. Те абитуриенты, которые подадут документы с 21 июля по 12 августа, будут сдавать 15 августа. Абитуриенты, сдавшие документы с 13 по 16, 18 августа. И те люди, которые подадут документы с 17 августа по 11 сентября, уже будут сдавать
13 сентября. Кроме того, есть еще резервные дни, которые тоже выделены в этом расписании. Для того, чтобы успешно пройти испытание, вам, конечно же, необходимо знать, а что же вас будет ожидать на этом экзамене. Поэтому на сайте приемной комиссии вы находите ссылку, да, которая вот желтым она цветом выделена, называется «Программа вступительных испытаний». Так ведь современные проблемы биологии на базе СПО. Вы открываете эту программу, и в самом начале программы что мы с вами видим? Мы видим требования, которые предъявляются к оборудованию, а именно к компьютеру. Вот большая просьба очень внимательно отнестись к этому вопросу, потому что не хотелось бы, что те люди, которые уже подготовились к экзамену, да, они хотят сдать и не смогут это сделать по техническим причинам. То есть вы не проверили функции вашего компьютера, его исправность, и тогда, естественно, вы уже не сможете пройти успешно эти испытания. Поэтому убедительно еще раз просьба все проверить, посмотреть, есть ли у вас доступ в интернет. И, кроме того, вот все технические параметры, которые изложены именно вот в этой программе. Теперь посмотрите разделы, перечень разделов. Вот здесь вот в основном проблемы общей биологии, да, и вопросы экзаменационные, они достаточно сложные. Поэтому здесь необходимо, естественно, ознакомиться с этой программой и рассмотреть все эти вопросы, используя те первоисточники, которые также у вас представлены в этой программе. Это самые современные пособия и учебники по биологии. Просьба заранее, значит, взять и найти эти учебники либо в библиотеке, либо сейчас существует возможность их найти в электронном формате. То есть вам необходима литература для того, чтобы подготовиться и успешно сдать этот экзамен. Ну, а теперь давайте рассмотрим примерные задания. Ну, вот первый пример теста. Гипотеза биохимической эволюции рассматривает жизнь как результат длительной эволюции углеродных соединений, основана на идее газопылевого облака, базируется на теории Большого взрыва и включает данные о высокой устойчивости некоторых организмов и их спор к радиации. Здесь первым, значит, вариант является верным. Второй вопрос. Согласно синтетической теории эволюции, эволюция непредсказуема, имеет, второй вариант, ненаправленный характер, эволюция предсказуема и имеет направленный характер. Значит, ну, здесь, конечно, значит, мы должны какой вариант выбрать? Выбрать вариант четвертый, имеет какой? Направленный характер, да? Для построения эволюционного древа человека в последнее время используют ДНК митохондрий, ДНК хлоропластов, ядерную ДНК лимфоцитов или ядерную ДНК нервных клеток. Здесь верным будет второй вариант, это прошу прощения, второй вариант будет неверный, потому что у человека, естественно, нет хлоропластов. А какой будет верный? Будет первый вариант ДНК митохондрий. Четвертый вариант. В ряде стран запрещенными объектами любых исследований являются нервные клетки, соматические клетки, эмбрионы и клетки крови. Здесь будут запрещенными какие объекты? Это эмбрионы, потому что эмбрионы это, значит, зародыши человека, которые по этическим проблемам, да, не могут являться объектами исследований. А со всеми остальными, значит, объектами исследований не запрещены. Пятый вопрос. Подтверждением гипотезы, предполагающей, что ДНК является генетическим материалом клетки, служит количество нуклеотидов в молекуле, индивидуальность
ДНК, соотношение азотистых оснований, соотношение ДНК в гаметах и соматических клетках. Ну, здесь, значит, какой правильный вариант? Это соотношение ДНК в гаметах и соматических клетках. Ну и вот на последнем слайде представлены, значит, контактные данные. Это Гайсина Лира Альбертовна. Мой электронный адрес liragaysina@gmail.com. Затем дается ссылка на сайт университета. Раздел, ищите на сайте раздел «Абитуриенту» и представлен телефон приемной комиссии, в который вы можете обратиться, да, и задать вопросы, которые вас интересуют. Ну, кроме того, на этом же слайде представлен QR-код. Итак, мы с вами рассмотрели основные моменты, необходимые для успешной сдачи экзамена. Желаю всем успешного пройти испытания по дисциплине современные проблемы биологии. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание вступительных испытаний, личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так: те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный. То есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, тут у нас говорится дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите
все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.